На ТНВ новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Добрый вечер. И вот о чем расскажем. В основном и в окончательном. Есть ли вопросы к Леониду Александровичу? Вопросов нет. Как сегодня приняли бюджет республики, увидел Дмитрий Аренин. Нехватка кадров, плохое оснащение ФАПов и взаимодействие между врачами. Именно осенью, весной поток народа больше. Получается, 3-4 человека заходят, а остальные ждут на улице. О реализации федерального проекта «Здоровое будущее» в Татарстане узнала Вероника Гайнутдинова. Все в ожидании большого ремонта. Сказали, детские площадки будем устроить. Когда ждать альметьевцам перемен, узнала Филюза Хамидуллина. Бюджет Татарстана утвержден. Такое решение сегодня приняли на 5-м заседании Госсовета. В заседании принял участие Рустам Минниханов. Сессия была короткая, вопрос казны основным. Параметры, как и ранее. Большая часть расходов на социальную сферу и небольшой дефицит, который обещают покрыть. Со всеми подробностями Дмитрий Аренин. Изначально в повестке дня сессии было всего 20 вопросов, но уже по ходу заседания депутаты предложили рассмотреть еще столько же. Вместо Фарида Мухаммедшина, который во главе делегации Госсовета накануне отправился с рабочим визитом в Казахстан, сессию сегодня вел Юрий Камалтынов. 5-е заседание Государственного совета Республики Татарстан 6-го созыва объявляю открытым. Основным вопросом сессии стал бюджет республики. Ко второму чтению поступило более 400 поправок. Депутаты конкретизировали доходы и расходы. Суммы за счет новых федеральных средств выросли на 5 миллиардов рублей. Так больше денег сейчас дадут на ремонт дорог. Работы будут в рамках национального проекта «Безопасные дороги». В ходе рассмотрения и работы над поправками хотелось бы отметить, что ни одна из депутатских поправок не осталась без внимания. Предложения депутатов внимательно рассмотрены Министерством финансов, правительством, президентом Республики Татарстан. По каждой из поправок приняты необходимые решения. Бюджет Татарстана сегодня утвердили во втором и окончательном чтениях. За это проголосовали большинство депутатов. Да, решение принято, спасибо. Затем уже по ходу реализации бюджета могут возникать какие-то вопросы, на которые можно будет затем уже обсудить среди депутатов. Мы с марта месяца уже отдали свои предложения. Между прочим, мы дали 26 предложений. Из них только 3 нашли отражение в межбюджетных, как говорится, отношениях. Большинство вопросов сессии носили уточняющий характер. Депутаты приводили законодательство республики в соответствии с российским. Из значимых новинок можно отметить ряд изменений в избирательном кодексе республики. Предлагается предоставить возможность голосовать на выборах в органы государственной власти Республики Татарстан и на референдуме Республики Татарстан гражданам, не имеющим регистрации по месту жительства, но зарегистрированным по месту пребывания на территории соответствующего избирательного округа. Очередь на жилье для детей-сирот в Татарстане планируют закрыть в течение 3 лет. На эти цели планируют выделять больше денег. В следующем году более 800 миллионов рублей. В очереди на жилье сейчас стоит более 1000 человек. Сегодня мы установили минимальную норму предоставления, что сироте можно дать не меньше 24 метров. Мы гарантированно защищаем их права. А в эту пятницу в Госсовете планируют обсудить новый законопроект об ограничении продажи снюсов. Для этого соберется комитет по социальной политике. Окончательную редакцию будем делать, потому что препараты есть разные. Дмитрий Аренин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Сегодня Рустам Минниханов встретился с председателем госкорпорации «ВЭБ России» Игорем Шуваловым. Президент Татарстана показал гостю Международный выставочный центр «Казань-Экспо», ознакомил с инфраструктурой площадки, рассказал о масштабах и оснащении павильонов. Продемонстрировали Игорю Шувалову и возможности концертного зала имени Ильгама Шакирова. После председатель госкорпорации и президент республики обсудили реализацию совместных проектов. Это обеспечение стабильной работы аммония в условиях процедуры внешнего наблюдения. В том числе строительство второй очереди завода. Напомним, 26 ноября арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения на предприятии. На встрече подчеркнули, обе стороны заинтересованы в сохранении аммония и недопущении его банкротства. Орденоносный вуз Рустам Минниханов сегодня вручил Казанскому федеральному университету орден за заслуги перед Республикой Татарстан. Один из старейших вузов страны, в эти дни ему исполняется 215 лет, уже имеет за плечами орден Ленина и орден Трудового Знамени. Теперь в новейшей истории и высшая награда республики. Торжественные моменты увидел Рамиль Шайдуллин.
Чеканя шаг, курсанты выносят полотно, не имеющее цены. На знамени КФУ его главные достижения. Теперь на нем высший орден республики. Орден за заслуги перед Республикой Татарстан вручается за проявленные мужество, храбрость или, как в этом случае, за выдающиеся достижения. КФУ как пример образовательного и научного центра. Нынешний этап развития Казанского университета характеризуется масштабными проектами по укреплению материально-технической базы, освоением новых направлений в образовании и науке. Все это стало возможным благодаря поддержке федерального центра, нашего президента Владимира Владимировича Путина, федеральных министерств и ведомств. И вот так он выглядит не на лацкане пиджака, а на знамени КФУ. По сути, это беспрецедентный случай, когда высший орден республики вручается не конкретному человеку, а целому вузу. Для нас это особенно важно, поскольку университет за все годы своего существования всегда был тесно связан с жизнью родного края и родной страны. За 215 лет истории КФУ стал кузницей ученых, политиков, академиков, альма-матер государственных и мировых деятелей. Значение этого события для России трудно переоценить. Это день рождения второго после Московского государственного университета, старейшего университета России. Несмотря на солидный возраст, КФУ остается центром активной жизни. Ученые совершают открытия, преподаватели готовят молодежь. За достижения в этих делах сегодня они получили государственные награды республики. Рамиль Шайтулин, Владимир Ларионов, ТНВ, Казань. Решение, которое повлияет на весь российский спорт. Напомним, 9 декабря в Париже ВАДА примет решение о санкциях по отношению к Русада. В случае негативного для России решения спортсмены национальных сборных могут быть лишены права выступать за команду страны на 4 года. Сегодня депутат Марат Бариев прокомментировал предстоящее заседание Всемирного антидопингового агентства. Исполком ВАДА еще только примет свое решение, а это решение носит оно рекомендательный характер. А решение будет принимать по Олимпийским играм Международный олимпийский комитет, а по другим соревнованиям соответствующие международные спортивные федерации. Когда они соберутся, какое они решение примут, это уже вопрос уже получается следующего этапа. Санкции могут коснуться не только спортсменов. Города России, где планировались крупные мировые спортивные события, могут оказаться неудел. Не исключено, что по рекомендации ВАДы соревнования перенесут в другие страны. Напомним, Санкт-Петербург готовится принять Евро-2020, а Казань очередной раз должна провести чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году. Объединяет усилия, чтобы устранить пробел в законе. Речь идет о снюсах. Сегодня этот вопрос за круглым столом в Минспорта обсудили наркологи, полицейские, Роспотребнадзор и законодатели. Почему сейчас никто не контролирует продажу, расскажет Сергей Хайдаров. Наверное, уже не осталось людей. Кто бы не слышал про снюс. Он продается в таких шайбах, имеет приятный запах. Купить можно в любой табачке. В интернете есть десятки видео, как его употребляют несовершеннолетние. В этом и вся проблема. Вы принимаете снюс во время урока? Одноклассники бывают, употребляют на уроках. Он свободно продается в магазинах, потому что табачные производители снова нашли лазейку в законе. Говорят специалисты, как этот пробел устранить, за круглым столом обсуждают все заинтересованные. Изменили что-то в составе, то есть они нашли лазейку, как обойти закон. И задача наших специалистов, системы здравоохранения, правоохранительных органов, Роспотребнадзора, органов торговли, подсказать, какие законодательные, нормативные меры нужно новые принять, чтобы вот эту лазейку захлопнуть. Снюс в России запретили еще в 2015-м, однако спустя полгода его начинают возить в страну под видом жевательного табака. Соответственно, и запрет на его продажу не распространяется. Поэтому ни Министерство торговли, ни Роспотребнадзор реализацию не контролируют. Мы собирали предприятия торговли, руководители предприятий торговли города Казани. Сделали внушение, я думаю, что до них дошло, наверное, руководители собирали о том, что ни в какой мере, никаким образом они не брали на реализацию вот данную продукцию. В России уже был случай гибели несовершеннолетнего. Сегодня внесли первые предложения, как прекратить это на законодательном уровне. Необходимо вносить понятие никотиносодержащих смесей
в перечень продукции, запрещенных к свободному обороту, и в том числе продажи их несовершеннолетним. Пока законопроект будет готов и пройдет все этапы рассмотрения, уйдет время. Поэтому специалисты просят родителей быть еще внимательнее. Сергей Хайдаров, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. У каждого ФАПа в селе должен быть интернет. Как модернизировать первичную помощь, говорили сегодня в Рыбнослободском районе. Оснащение поликлиник, строительство ФАПов, обучение кадров – все это входит в новую программу по федеральному проекту «Единой России. Здоровое будущее» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Напомним, Владимир Путин поставил 3 главные задачи: сделать первичное звено доступнее, повысить зарплаты медикам и бесперебойно поставлять лекарства. Как их выполняют, узнавала Вероника Гайнутдинова. Давайте измерим давление. Сюда Валентина Требекаева приходит ежедневно. Уровень сахара измерить и укол сделать. Говорит, хорошо, что до районной больницы ехать не нужно, а вот все остальное плохо. Места мало здесь, не раздеться, если вот сколько человек придут, например, на прием. Уже места нету. Изначально это была школа. Несколько лет назад пристрой переделали в ФАП. Здесь проводят прием. А в этой комнате уже процедурная. Здесь вообще не развернуться. Еще в этом ФАПе нет канализации, воды. Ну, вот только вот такой краник с ведрами. Этот фельдшерский пункт обслуживает больше 700 сельчан. В день бывает по 10-20 пациентов. Именно осенью, весной поток народа больше. Получается, 3-4 человека заходят, а остальные ждут на улице. А вот в этом ФАПе, что в соседней Большой Кульге, очередей нет. Разницу медпунктов оценил сегодня региональный общественный совет партийного проекта «Единой России. Здоровое будущее». В Рыбнослободском районе сегодня говорят о его реализации. Татарстан в этом пример другим регионам отметил председатель совета Борис Менделевич. Но есть еще над чем работать. Единственная проблема, которую вы спрашиваете, вот на мой взгляд, это еще не до конца продуманность взаимодействия фельдшеров с, скажем, центральной районной больницей и дальше уже с республиканскими клиниками. В первую очередь это зависит от того, есть ли интернет, проведенный интернет в фельдшерском пункте или нет. Внедрение телемедицины, обновление поликлиники и амбулаторий, работа с кадрами. Как улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи. Позже говорили и на заседании общественного совета. Вся работа идет в рамках нацпроекта здравоохранения. В рамках этой программы 108 поликлиник на территории Республики Татарстан должны будут полностью овладеть новыми процессами оказания медицинской помощи. Мы будем акцент делать на обучение, на образовательных программах для фельдшеров, для всех участников. Также будет программа наставничества. Всю программу реализации первичной помощи должны утвердить до 10 января следующего года, а до 1 июля принять. Вероника Гайнутдинова, Адельмин Дубаев, ТНВ, Рыбнослободский район. Тубдиспансер на Золотой земле в центре Казани превратился в трущобу. О диспансере с ветхими отделениями, продвинутой диагностикой и научными разработками читайте в интернет-газете «Реальное время». Большие перемены ждут жители Альметьевска уже на следующий год. В рамках проекта «Наш двор» здесь капитально отремонтируют больше 500 дворов. Причем именно в Альметьевске планируют подойти к программе комплексно и отремонтировать целые микрорайоны. Это двор на улице Гафиатуллиной, 29. Яма на яме, от асфальта практически ничего не осталось. Машины с трудом проезжают. И так весь микрорайон поле чудес. Дороги вообще ужасные тут, в этом районе, постоянно. Пришлось машину даже поменять. Отвратительное состояние. Вот именно этот участок вообще никакой. Сейчас еще, оттепель опять начнется, все зальет. Жители говорят, когда дожди, здесь не пройти и не проехать. Когда дождь, тут плавают, до подъездов вода доходит. Нет здесь и света, а детские площадки не изменились с советских времен. Краска отвалилась, ржавчина. Детям действительно играть негде. Довольно сложно. Год назад такая же проблема была и у жителей на улице Советская, дом 153. А сейчас здесь современные карусели, зоны для отдыха. Этот двор теперь один из лучших в городе. Нравятся площадки детские, нравятся очень пешеходные переходы. То, что можно прогуливаться. Ремонт в этом дворе сделали сразу на 3 площадках, разделили его на 3 зоны. Так, например, здесь могут играть и взрослые, и дети. На проект республика выделила 11 миллионов рублей. Уже на следующий год такие большие перемены ждут 178 дворов города. В рамках программы «Наш двор» за 3 года отремонтируют 532 двора. Альметьевск – единственный город в республике, где отремонтируют дворы целыми кварталами. Приоритетом сделали по району, по городу
поквартальное проведение ремонтных работ. Перед тем, как проектировать дворы, учли все пожелания жителей. Стоит задача сделать так, чтобы и транспортные потоки мы распределили более правильно, и при этом не пытаемся в каждом маленьком дворе сделать все. И инфраструктуру для детей, и для спорта, и для взрослых. Лучше сделать там одно что-то серьезное, стоящее, а другую инфраструктуру расположить, например, в соседнем дворе. Работы начнутся уже этой весной. Над проектом и дизайном кварталов уже начали работать московские архитекторы. Фируза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Пилот Дамир Юсупов, получивший звезду Героя России из рук Владимира Путина, сегодня удостоен еще одной награды. В Московской соборной мечети муфтий России вручил ему мусульманский орден Аль-Фахр. Представители Духовного управления от всей души поблагодарили Героя России и экипаж самолета за героический поступок. Сам Дамир Юсупов признался, спасти более 200 жителей удалось благодаря слаженной работе экипажа и поддержке высшей силы. Всевышний укрепил мой разум, не дал впасть в панику, в ступор, дал мне спокойствие, хладнокровие, дал силу моим рукам, моим ногам, чтобы я правильно управлял самолетом и так вот удачно посадил самолет. Также хвала Всевышнему, что он такой постелил нам невидимую перину, благодаря которой самолет более-менее остался цел и все пассажиры остались живы и здоровы. Вы смотрите новости Татарстана. И вот о чем далее. В чем дело? В широких улыбках, состоянии души или в отношениях государства с людьми? Финляндия не самая богатая страна в мире. Мы вообще находимся на 21 месте. Почему Финляндию считают самой счастливой страной? Об этом Алия Хайрудинова. Украшения ледостава появляются откуда? Не могу понять, но так интересно. Красиво, вот весь лед вот в этом. Откуда на водоемах республики появились снежные цветы, расскажет Ленар Геннатуллин. Татарстану и Финляндии надо активнее работать над увеличением товарооборота. Об этом сегодня говорил Рустам Минниханов на встрече с полномочным и чрезвычайным послом Финляндской республики в России Мика Хаутала. Президент отметил, что признателен за внимание к нашей республике. Финляндия – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана, но, к сожалению, наблюдается некоторое снижение товарооборота. И нам необходимо более активно работать над его увеличением, сказал Рустам Минниханов. Напомним, что делегация финских коллег во главе с послом прибыла в Казань для участия в открытии Дней финской культуры. Финляндия сегодня самая счастливая страна в мире. Таковы данные ООН. Сегодня счастье по-фински казанским студентам рассказал посол Мика Хаутала. Кто из вас посетил Финляндию когда-то в жизни? На вопрос финского посла Мика Хаутала в аудитории руки поднимают 4 человека. Остальные о самой счастливой стране только слышали. Господин Мика и сам часто недоумевает, как им это удалось. Ведь страна одна из бедных в Европе. Если бы могли продавать снег, я думаю, что это был бы хороший экспортный товар. Так посол шутит. В стране на экспорт, кроме леса, ничего. Не в богатстве, говорят, а несчастье. У нас уровень доверия в обществе очень высокая, самая высокая в мире. То есть люди знают, как общество работает. На самом деле финны в социальных сетях даже удивились, как так их страну с такой пасмурной погодой, с низким уровнем ВВП и с людьми, которые в год употребляют до 12 килограммов кофе, назвали самой счастливой. И тут организаторы делают вывод. Очень часто люди просто недооценивают свой уровень счастья. И россиян это тоже касается. Об индикаторах российского счастья думают и на федеральном уровне. В стране даже может появиться Министерство счастья. Я говорю образно Министерство счастья. На самом деле нам надо стремиться к тому, чтобы мы замеряли каждый год в результате наших действий, наших решений, насколько люди стали более счастливы. А вот лекцию о счастье слушали те, кому действительно не хватало тех самых 12 килограммов кофе. Счастье по-российски для каждого свое. Какие-то мелкие цели для меня, которые я ставлю для себя. И, скорее всего, когда я их добиваюсь, для меня это такой achievement. Чтобы мы все родными и близкими были вместе. Это какао, это мягкий плед, теплая кровать. Наверное, это мой вариант счастья. Если проводить опрос, для россиян индикаторы будут свои. Но главное определили сегодня на лекции сами студенты. Это здоровье, успех, доход, социальные блага. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.
Сегодня Фарид Мухаммедшин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Говорили о развитии двусторонних связей, отдельно о гармонизации межнациональных отношений. После председатель Госсовета принял участие в международной конференции «Институт президентства. Казахстанская модель». В своем выступлении он отметил, Татарстан активно участвует в развитии единого евразийского пространства. Сейчас сотрудничество переходит на новый уровень. Еще больше укрепило связи создания Евразийского экономического союза. Мы довели объем товарооборота между Татарстаном и Казахстаном, благодаря совместным таким заинтересованным усилиям, более чем 700 миллионов долларов Соединенных Штатов Америки. Мы вчера в правительстве обсуждали с премьер-министром, с представителями, руководителями обеих палат парламента и ставим задачу довести товарооборот до 1 миллиарда. Сегодня мы видим большие успехи вашей республики. Динамичное развитие экономики, ответственная социальная политика, лидерство в IT-технологиях, лидерство в инновационных проектах, проведение крупных спортивных, культурных мероприятий в вашей республике мирового масштаба. Вот все это сегодняшний Татарстан. Причину прорыва нефтепровода в Альметьевском районе изучат борцы за чистоту природы. Сегодня об аварии сообщили татарстанские спасатели. Неподалеку от деревни Шарлама произошел прорыв трубы. В результате на 140 квадратных метрах разлилась эмульсия. Информация доведена в том числе до Росприроднадзора. Сегодня в Казани их специалисты обсуждали, как на природе отражается деятельность предприятий. О вопиющих фактах Рамиль Шайдулин. Мы сегодня выступаем в новом формате. Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора. В центре внимания Татарстан, Чувашия и Марий Эл. На расширенном заседании Росприроднадзора рассматривают ситуацию сразу 3 республик. Здесь базируется больше 5500 объектов, способных причинить вред природе. Например, многочисленные жалобы жителей на работу очистных сооружений Чистополь водоканала связаны с деятельностью Чистопольского пивного завода. К воде внимание особое, ведь Росприроднадзор мониторит качество сбросов в рамках федерального проекта по оздоровлению Волги. Не меньшее внимание и к загрязнению почвы, но уже в рамках мусорной реформы. Конечно, вот это самая злободневная тема по обращению отходами производства потребления, потому что в этом году началась огромная реформа по обращению твердым коммунальными отходами. Так, если раньше ведомство требовало работать с мусором по их правилам, то с этого года компании могут уже сами разрабатывать нормативы и потом только получать разрешение. Пока никто не воспользовался этой возможностью из предприятий, которые находятся в Республике Татарстан, в Чувашской республике и в Республике Марий Эл. То есть заявлений к нам таких еще не поступало. За халатное отношение к природе штрафы и административная ответственность. Подробнее о нарушителях в Росприроднадзоре готовы рассказать на итоговой коллегии. Рамиль Шайдулин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. У молодежи прошла честная ночь. Квест с таким названием провели студенты Казанского университета. Все задания на тему коррупции. 8 станций, 8 заданий. Так студенты всех вузов Казани в игровой форме изучали историю взяточничества и методы борьбы с ней. У каждой команды есть и свое предложение, как бороться со взятками в стране. Если есть достойная зарплата, то и не стоит брать деньги. Потому что в других странах, таких как Норвегия, дети уже с детства знают, что если они берут взятку, они не себе получают прибыль, а они грабят народ. У нас было задание примерно за неделю подготовить этот проект. Как и все нормальные студенты, мы готовили его за ночь. Отсюда и началась эта история, связанная с ночью. Водоемы Татарстана покрыли ледяные цветы. Так ученые называют кристаллы в несколько сантиметров, которые образуются на поверхности льда. Это редкое явление уже пользуется огромной популярностью в соцсетях. Откуда на ледяной глади появляются снежные бутоны, выяснял Ленар Гинатуллин. Озеро Ильинское теперь называют раем для фотографа. Здесь в буквальном смысле слова расцвели ледяные цветы. Руслан-профессионал, как только узнал об этом редком явлении, захватив все объективы, отправился за уникальными кадрами.
как 3D-снежинки, так скажем, как объемные снежинки они выглядят. Очень интересно, никогда такого в жизни своей не видел. Макро, микро, панорама, такого в его коллекции еще не было. Говорит, можно и на выставку отправлять. Если ты видишь какое-то необычное явление, которое ты до этого еще не видел, значит, в любом случае надо брать камеру, надо идти, надо снимать. Первыми эти 3D-снежинки обнаружили рыбаки. Рассказывают, что на Ильинском бывают каждый год, но такого никогда не видели. Испарение? Испарение газов специально? Наверное, а больше что тут может быть? Каждый год такое? Нету, это первый раз что-то такое. Появляется откуда? Не могу понять, но так интересно. Красиво, вот весь лед вот в этом. Очень жаль, что эту красоту нельзя потрогать руками, потому что при малейшем прикосновении цветы моментально рассыпаются. Но специалисты утверждают, что это нормальное явление, и снежные цветы появляются при большой разнице температуры между воздухом и водой. Также этому способствует отсутствие снега и ветра. На нашей территории такие условия были созданы. Так, например, у нас еще 18 числа у нас температура была в районе плюс 3 градусов, а 19 ноября температура, то есть меньше, чем за 24 часа, она упала на 18 градусов и стала минус 16. Нам эти условия подарило ультраполярное вторжение воздушных масс с Карского моря, но не только бутоны кристаллов украшает озера Татарстана. На ледяной глади многих водоемов появились узоры из пузырьков. Дело в том, что пузыри воздуха, которые поднимаются со дна, также подверглись вот такой вот шоковой заморозке. И, собственно, важно было еще уточнить, что эти явления наблюдаются только на молодом, когда лед является молодым. Эти редкие природные явления были замечены не только в Татарстане. Туристы, говорят, видели такое и за пределами республики. На Финском заливе. Вот так же без снега лед замерзает, и бывает такая. И пузырьки. Да, и пузырьки красиво. Метеорологи говорят, ледяные цветы больше не зацветут. Вода окончательно замерзла, и перепадов температур не предвидится. Но вся эта красота останется на кадрах Руслана Космодемьянского и сотен татарстанцев. Ленар Гинатуллин, Марат Зайдуллин, Алмаз Зиединов, Зеленодольский район, Казань. Какая погода нас с вами ожидает завтра, вы узнаете в продолжении выпуска. А у меня на этом все. До завтра. Всего вам доброго. Охрана территории Казань-Оргсинтеза – это сложная многоуровневая система. Более 2000 камер, датчики, объемные и радиоволновые извещатели по периметру, 4-уровневая идентификация, в том числе с распознаванием лица, защита от террористических угроз, контроль передвижения автомобилей системой отслеживания по маршруту. Казань-Оргсинтез. Сила во благо. Мария Киселева представляет новое шоу на воде «Русалочка. Параллельные миры». Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы без операции. 5 и 6 января новогодний спектакль на льду «Волшебное перо жар-птицы». Приходите. Алан Клиник. Восстановление потенции в любом возрасте. Нам доверились более 180 тысяч пациентов. 555-1-555. Приходите 2 и 3 января на новогодний мюзикл «Черномор». Татарстанның халық артисты Виталий Агапов «Unutmagыз ялгыз әтиләрен» дигән программасы белән сәфәргә чыга. Unutmagız ялгыз әтиләрен. Бу тантанада татар эстрадасының иңнәре генә катнаша. Минем кебекләр. Болгар радиосы милли музыкаль премиясе турында мең сөйләрләр. Сез бер килеп карагыз. 14 декабрь «Пирамида». Болгар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы. Здравствуйте! О погоде после полезной информации. Давно мечтаете о новой кухне? Хотите качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Звоните в Данил Мастер 2-167-166 или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана весь день будет пасмурно и минус 4-5 градусов. На северо-востоке республики аналогичная погода. Днем ожидается минус 4. На севере Татарстана с самого утра и до вечера небо затянет облаками, не ниже минус 5. На северо-востоке пасмурно, ожидаются осадки в виде снега, минус 3-4 градуса.
На северо-западе республики солнце спрячется за облаками, -3. В центре Татарстана пасмурно, но без осадков, 3-4 градуса ниже 0. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез точно в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. С помощью передовых технологий, без операции, мы готовы восстановить родной сустав. Приходите в «Доктор Рост». Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли и ограничений в движениях можно в любом возрасте. В Казани, несмотря на мороз, сохранится сухая погода. Днем 2-4 градуса ниже 0. Ветер умеренный до сильного. Атмосферное давление и влажность воздуха повышенная. В магнитном поле Земли спокойно. На этом наш выпуск завершен. До свидания.